Каждый день в третье воскресенье июня отмечается Международный день медицинских работников. Тех, кто ежедневно рискует своими жизнями ради жизней других людей. Тех, чью ценность в нашей жизни доказали минувшие 1,5 года пандемии COVID-19. О развитии системы якутской медицины, годе здоровья и прорыве врачей республики. В большом интервью министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой. Елена Фреймовна, здравствуйте. Добрый день. С момента объявления 2021 года годом здоровья прошло уже достаточно много времени, полгода. Каких качественных изменений нам удалось добиться? Может, какие-то положительные появились плюсы? Кроме того, что у нас масса мероприятий, конечно, они у нас, безусловно, присутствуют каждый год. На мой взгляд, год здоровья – это самое главное и самое важное, что сегодня можно подчеркнуть, это консолидация усилий. Так как сегодня эта программа не только здравоохранения, там участвуют все субъекты, наверное, все министерства, все заинтересованные ведомства, частное сообщество, некоммерческие организации. То есть это такой формат объединенных сил, направленных на одну целенаправленную задачу. И вот это, наверное, можно подчеркнуть как главная вещь. Кроме того, этим стали заниматься первые лица нашей республики. Непосредственно Александр Сергеевич возглавляет совет по благополучию. Да? Там входят очень уважаемые люди, причем не только с нашей республики, люди, которые смотрят на здравоохранение немножко по-другому, смотрят на состояние здоровья нашего населения по-другому и предлагают какие-то новые, абсолютно нетрадиционные решения. Ну и второе, это, конечно, что это не кончится годом, это будет десятилетие. И я думаю, что действительно в этот период мы сможем переломить ментальность как нашего медицинского сообщества, так и населения в целом. Это была давно запланированная история, чтобы 2021 объявить годом здоровья, или все-таки это вот пандемия 2020-го? Мы добивались, медицинское сообщество добивалось очень давно. Я, по крайней мере, больше 13 лет в организации, и все 13 лет этот вопрос всегда ставился. К сожалению, он как-то от нас не был услышан. И, конечно, от пандемии она дала такой резкий толчок, наверное, более ценное понимание жизни вообще как человеческой, да, более ценное отношение к врачам, к медицинским работникам. И вот как этот результат получился год здоровья 2021 года. А в рамках самого года на медицинское сообщество как-то он будет распространяться? То есть какие-то определенные пересмотры важности, пересмотры, возможно, самой системы здравоохранения в рамках года? Несмотря на то, что им считается медицина очень консервативной наукой, вот в части организации происходит очень много изменений. Каждый год у нас выпускается ряд нормативно-правовых актов на уровне Российской Федерации, на уровне республики. И, наверное, одним из значимых для наших медицинских работников таким моментом это будет пересмотр системы оплаты труда. Мы, к нашему счастью, наверное, достаточно долго мы боролись за право быть в пилоте, потому что все-таки наш регион с особенностью по заработной плате. И вот в семерку мы вошли. Сегодня Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством труда Российской Федерации разрабатывает новую систему оплаты труда. Это будет такой, на мой взгляд, хороший бонус, хорошее такое начало для медицинского сообщества, для медицинских работников всех, потому что мы сегодня видим такой некий дисбаланс в части заработной платы среди сообщества, в том числе не только в регионах разница большая, но даже среди медицинских организаций, допустим, нашей республики. Поэтому я думаю, что это будет такой хороший знаковый момент. А в части организационных моментов у нас очень много внедряется различных порядков, стандартов. У нас очень хорошо налажена сейчас работа с федералами. Вот уже с начала года у нас приехало 4 группы научно-исследовательских институтов, которые нам помогают, контролируют, курируют, методологируют. В принципе, все направлено на то, чтобы было удобно и качественно работать медицинским работникам. И самое главное, все направлено на пациента для того, чтобы в первую очередь повысить качество наших медицинских услуг. Вы уже упомянули о том, что пандемия стала таким своеобразным толчком для системы здравоохранения. Спустя 1,5 года, так скажем, пандемии присутствия в нашей жизни, что изменилось и в здравоохранении Якутии в целом? Неоднократно не устаю повторять, что изменилась быстрота принятия решений, изменилась очень быстро, мы можем маневрировать, можем очень быстро разворачивать коечный фонд, как вы уже видели, да. Я говорю, что в пик осенний у нас было 3074 койки, на сегодняшний день у нас чуть больше 1600, то есть мы понимаем, что мы можем делать это независимо от того, идет у нас плановая
своя работа или нет. Мы научились быстро образовываться. За 1,5 года 11 версий прошло методических рекомендаций по работе с ковидом. И каждый раз там надо обучаться, каждый раз надо принимать какие-то новые правила игры. И если наше сообщество раньше достаточно долго раскачивалось, то тут в течение 3-4 месяцев мы 60% медицинских работников уже обучаем. У нас изменились подходы, наверное, к лечению, подходы к ведению пациентов. И, естественно, мы не забываем в том числе то, что мы давно начали, это лин-технология или бережливое производство, когда мы делаем комфортное пребывание для наших пациентов в наших медицинских организациях. А сами врачи изменились? Изменились, очень сильно изменились. И здесь надо поблагодарить их за их колоссальнейший тяжелый труд. Поменялось отношение к профессии. Наверное, все-таки мы вспомнили, что без нас очень сложно жить нашим гражданам. Наверное, более бережное отношение как к пациентам, так и к коллегам друг к другу, потому что вот это вот закрытое пространство, когда люди, особенно в самом начале, вы помните, они, во-первых, не ходили домой, жили в гостиницах, да, работали практически сутками, мы их не выпускали для того, чтобы не распространять инфекцию. Это сплотило коллективы, причем коллективы у нас смешались. Мы привлекали, допустим, в районы отправляли из города, когда в городе был наплыв заболевания, наоборот, с районов сюда приезжали. То есть некое такое содружество, наверное, бережное отношение друг к другу. Это все тоже результат вот такой сложной, напряженной работы. А не было такого, что вот после работы в красной зоне они уходили из профессии? Очень боялись этого очень сильно и до сих пор боимся, что когда-нибудь всем все это надоест, потому что действительно тяжело работать, я имею в виду физически, это, конечно, в средствах индивидуальной защиты, но самое главное, работать очень сложно морально. Мы понимаем, что и пациенты разные, бывают и родственники пациентов, к сожалению, бывает не всегда спокойно воспринимать могут ту или иную информацию, но это понятно, каждый переживает за своего близкого. Боялись, но пока не было таких людей, которые бы, хоть и говорят очень много, особенно молодежь говорит, все надоело, встану, уйду. К счастью, такого не случилось. То есть все-таки преданность профессии, она перебарывает все такие личностные инстинкты, и коллеги работают. Да, есть люди, которые благодаря, опять-таки, выплатам президента, главы, достаточно хорошо наши коллеги заработали, и тут надо тоже за них только порадоваться, переезжают в другие регионы. Такой фактор есть, но так, чтобы уйти с профессии, такого нет. А что в регионах, вы не знаете, говорят о тех, кто приезжает из Якутии, вот, допустим, работать в центральные города? Я хочу сказать, что наш уровень наших специалистов, он отнюдь не хуже, а иногда порой даже и лучше специалистов во многих регионах. И мне отрадно, что это отмечаю не я лично, да, не наш медицинский институт, а именно коллеги, вот, как я уже говорила, у нас научные сообщества приезжают, которые отмечают высокий уровень профессионализма наших специалистов. А сейчас, когда мы вообще пересмотрели контент подготовки кадров, вот буквально вчера у нас встреча с медицинским институтом, очень новые идеи, новые веяния у нас будут подходить. Мы всегда считаем, что надо, конечно, людей образовывать. И вот яркий пример онкологии, когда мы до пандемийный период еще успели и чуть-чуть застали в 2020 году, отправляли наших коллег учиться в центровузы и за рубеж, и люди приезжают абсолютно с другими глазами, с другими эмоциями, с другими желаниями. И вот это очень яркий пример, когда молодежь загорается какой-то идеей и просто делают определенные прорывы как в лечении, так еще раз в ведении пациентов. Вы видите, онкология у нас сегодня, даже вот за эти 3 года, очень резко изменилась парадигма. И если онкология у нас всегда по смертности стояла на 2-м месте, то вот в 2020 году у нас чуть-чуть не хватило, чтобы уйти на 3-е место по смертности. Вот мы уже заговорили с вами о прорыве. Можно ли вообще в целом говорить, что якутская медицина сейчас совершает определенный прорыв? То есть это и различные уникальные операции на сердце, пересадки почек, банк вот этих данных уникальных биологических. Да, банк биологический, биобанк – это наша старинная мечта. У нас прекрасные генетики, которые на самом деле, наверное, за Уралом самые лучшие. И буквально раскрою секрет, тайну, они завоевали премию Елены Малышевой.
Поедут сейчас группа наших генетиков в Москву за таким почетным званием. Это очень престижно, в Якутии никогда такого не было. Ну, и еще раз говорю, на Дальнем Востоке мы первые будем. И, конечно, людям с таким азартом, занимающимся своим делом, необходимо помогать, поддерживать. И вот Биобанк – это одна из идей. Спасибо Александру Сергеевичу, он очень всегда нас поддерживает в наших всех даже безумных начинаниях. И вы помните, у нас в 2019 году мы начинали эту работу. Если бы не пандемия, мы бы, наверное, быстрее сделали это. У нас была такая стратегическая сессия с молодежью, и там было вот такое одно из решений по развитию медицинской генетики, по паспортизации и по биобанку. Сегодня вот уже буквально за моей спиной мы готовим там помещение под биобанк, значит, в Национальном центре медицины, да, уже практически готовые ремонтные работы. Я думаю, что вот 2021 год у нас такой закупочный, то есть мы будем заниматься, значит, обустройством этого биобанка. Я думаю, что с 2022 года он уже заработает в полную силу. Это, конечно, даст большие возможности нашей республике. Мы, в принципе, ну, не побоюсь этого слова, будем выходить тоже на мировые сообщества. И сегодня мы, в принципе, с мировыми коллегами работаем, с научными изысканиями. И еще раз повторю, в скупе с медицинским институтом, с Северо-Восточным федеральным университетом, я думаю, у нас получится очень хороший научно-практический кластер по медицинской генетике, который даст развитие и толчок, в том числе заболевания, которые передаются наследственным путем, а у нас в республике, к сожалению, такие есть, так и заболевания, как называемых ХНИЗы, хронические неинфекционные заболевания, когда сегодня уже можно подбирать таргетную терапию, индивидуальную для каждого, дозировку и так далее. То есть это такой действительно будет хороший прорыв. А что касается высокотехнологичных операций, да, мы сегодня его проводим, мы сегодня очень много этим занимаемся. Наши коллеги, еще раз говорю, в некоторой части даже уникальные специалисты, которые могут делиться опытом и на Российской Федерации, и за рубежом. И вот буквально надеюсь, что до конца года мы начнем еще и пересадку роговицы. В нашей, да, в нашей республике, в нашей офтальмологии. Пандемия в прошлый год, не могу не сказать, она поменяла отношение и самих врачей к работе, и простых жителей к врачам. Ну, то есть наших жители Якутии, они поняли, кто настоящий, так скажем, герой в белом халате. Тем не менее, вот, на мой взгляд, все равно остается два таких момента конфликтных, мне кажется, что с приходом в нашу жизнь вот COVID-19 многие считают, что забыли про другие болезни. Это действительно так? Первые полгода действительно нам было сложно. Мы не знали, как лечить, чем лечить, как противостоять этому вирусу. И тогда было принято, на мой взгляд, одно из таких, на наш взгляд, верных решений Министерством здравоохранения, штабом, оперштабом страны о закрытии плановой помощи. Почему? Потому что нужно было нарастить ресурсы, консолидировать все свои мощности для того, чтобы мы могли оказывать медицинскую помощь при ковиде, тем более мы видели, что творится в других странах мира. Это дало нам такой некий, значит, стартап для того, чтобы мы успели что-то сделать. В дальнейшем же мы плановую помощь открыли с 15 августа прошлого года. Мы плановую помощь не прекращали. Мы проводим все операции, все приемы. Единственное, что я понимаю, значит, население, чем они возмущены. То есть, если раньше допустим, обычный врач мог принимать 40 человек в день, то сейчас это 20 человек, потому что нужно делать перерывы, обработку и так далее. То есть соблюдать все-таки санэпиднормы. То же самое касается стационарных коек. То есть мы также в кинотеатрах уменьшили их в 2 раза. Да? И, конечно, получается просто отсроченная медицинская помощь. Но, тем не менее, она не останавливается. Никто не забывал про, значит, прочие другие заболевания. Мы очень активно этим занимаемся. Это показывают наши цифры, в том числе по 2020 году и первого квартала 2021 года. Да, мы на неплохих показателях. Громко у нас не принято говорить, громко, да, пока не закончится год. Но за 2020 могу уже ответственно сказать, мы вышли на хорошие показатели по всем параметрам, по всем заболеваемостям. То есть у нас практически везде есть снижение. И если бы вот не смертность от ковида, которая давала в том числе отсроченные осложнения, как различные тромботические осложнения, я думаю, что мы пришли бы к хорошему результату даже ниже, чем в 2019 году.
Ну и плюс телемедицина, она тоже развилась. Телемедицина – это отдельная вообще история, и это тоже можно, наверное, правильно ли так говорить, но поблагодарить ковид. Да, я не то чтобы горжусь, дело в том, что телемедицина в нашей республике, она очень-очень давно, исторически, с 92 года, когда вот Национальный центр медицины тогда только запустился, и тогда уже первый президент нашей республики, значит, Михаил Ефимович Николаев, заложил истоки телемедицины. Они, естественно, были в зачатке, но, к сожалению, не получили такого распространения. Потому что тогда была сложность с интернетом, это было очень дорого, федералы не хотели на нас выходить, и очень много факторов, которые можно перечислить. Сегодня же 2020 год перевернул умы всех, цифровизация плотно вошла в нашу жизнь, абсолютно поменяла ее, и мне кажется, даже наши пенсионеры уже не представляют себя без гаджетов, когда они могут спокойно зайти в госуслуги, записаться на прием, провести консультацию с врачом, значит, записаться на диспансеризацию, на ту же вакцинацию и много-много чего еще. Да? Это первый фактор. А второй, что сегодня мы можем проконсультировать врач-врач, то есть фельдшер любого фельдшерско-акушерского пункта может принять телемедицинскую консультацию ЦРБ с республиканской больницей и даже с федеральными клиниками. Сегодня это тоже возможно. Сегодня возможно, когда врач, в том же опять-таки или фельдшер в своем участке может напрямую записать пациента в федеральную клинику, также дистанционно. И мне кажется, это тоже абсолютная такая победа, наверное, всей медицины, всей страны, а для республики, для нашей, она просто наиболее актуальна, поэтому наиболее значима. Ну и вот последние события, все-таки возвращаясь к отношению между пациентом и врачом, последние события, они вызвали большой общественный резонанс. То есть это вот случаи в женской практике нападения, последние в травматологии. Очень много различных настроений, почему-то все ставят и на защиту и пациентов, часть, Большей мы части, поделились, части, что к сожалению. почему так происходит? Сложно сказать. Не хотелось бы обижать наше общество. Это общество, наверное, в целом, в всем мире. Мы немножко переходим в такой менталь потребительства, иждивенчества. Наверное, нас очень долго к этому приучали, когда всегда клиент прав, это так, и да, несомненно, но, но надо просто немножко, не знаю, может, воспитание страдает, да, какие-то аспекты, может быть, мы как родители этого нового поколения, то, что, смотрите, там же молодые в основном люди упустили, да. Но вот все-таки, на мой взгляд, есть некий диссонанс, когда есть нестыковка, значит, потребителя, да, услуг, будем так это называть, к сожалению, медицинская услуга сегодня называется, согласно федерального закона, да, не медицинская помощь, и ожидания пациента. То есть мы знаем, что пациент хочет здесь и сейчас, немедленно, но их много кто хочет здесь и сейчас. Да, и в случае той же женской консультации нужно было всего 5-7 минут подождать, когда выйдет пациент из кабинета для того, чтобы порешать свои проблемы. Да. Не знаю, почему это происходит. Очень грустно всегда за этим наблюдать, очень обидно за врачей, потому что ни один врач, не знаю, 100% гарантирую, никогда в жизни не позволит себе навредить пациенту. Да, возможно, какие-то бывают врачебные ошибки, которые решаются судом, но это опять-таки не из-за того, что он что-то хочет сделать плохое, а может быть где-то из-за отсутствия дополнительной грамотности, из-за квалификации, и мы сейчас над этим очень активно работаем, так, чтобы сделать пациенту плохо, но это просто не в нашей профессии. У нас такие люди не проживаются, они уходят. Ну и вот кто-то из ваших коллег, если не ошибаюсь, это был Иван Луцкан, он предложил приравнять статус к врача, то есть вот наказание за нападение врача как ужесточить. На полицейского, да. Да, как на полицейского. Да. Мы обсуждаем. Вообще у нас, мы очень долго, наше сообщество тоже обсуждает закон о враче, как, например, есть закон об учителе. Он вышел на уровне Российской Федерации, но, к сожалению, там прав врачей не так много. Единственное, что нас сейчас поддерживает, это наши профсоюзы, где коллеги предоставляют в том числе бесплатную юридическую помощь, юридическую поддержку, сопровождение. Но, возможно, когда-нибудь, в том числе и на уровне России, люди поймут, что врач все-таки это достаточно
ценная профессия. Очень легко врача выгнать из профессии, вот, допустим, даже вот такими вот действиями, да, разочаровать, особенно если это молодой специалист. Подготовить такого специалиста – это десятилетие. Высокого класса – это реально вот 20-30 лет для того, чтобы родился хороший специалист. Мы просто можем в дальнейшем остаться вообще без, наверное, докторов, если будем так относиться. Поэтому я призываю, наверное, наше общество быть терпимее к медицинским работникам. Ну а медицинским работникам однозначно соблюдать всю этику и деонтологию – это как отче наш. Самое главное сегодня для здравоохранения, для врачей в целом, это кадры и оснащенность. Правильно? То есть и с тем у нас никаких проблем нет. Кадровая политика, она всегда проходила красной линией в нашей республике, во всей стране. Причем надо отметить, что наша республика, в принципе, по обеспечению кадрами выглядит достаточно достойно на уровне России, на уровне Дальнего Востока. Вот я буквально на прошлой неделе разговаривала с коллегами из Бурятии. У них сейчас тоже рост, и они просили у нас помощи. Если вдруг такой случай представится, мы, конечно, не откажем, направим туда наших коллег. Мы, в принципе, знаете, командировали их и на вахту в поселке своих специалистов, да, когда там в начале года у нас прошлого были вспышки, помогали нашим производству. То есть в части численности врачей, да, у нас в республике все стабильно и хорошо. У нас есть некий дисбаланс, у нас достаточно большое количество студентов наших хотят работать в стационарах, а в поликлинику идти не хотят, в амбулаторное звено. Это, наверное, тоже такой формат всей страны, но, тем не менее, вот мы тоже всячески пытаемся, опять-таки, в том числе по новой системе оплаты труда, переместить этот дисбаланс. То есть мы пытаемся целенаправленно готовить кадры. Вот тоже пример онкологии, кардиологии, да, которые сегодня строятся. Они заложились, условно говоря, в 18-19 годах, и вот мы все это время целенаправленно готовим специалистов. Мы готовим специалистов, смотрим, допустим, предлагаем возможность врачам поменять профессию. К примеру, мы видим, что, условно говоря, много там хирургов, он может переучиться на травматолога, потому что их недостаточно. Или вот такие форматы, то есть программы по самообразованию, по образованию, переподготовке кадров. Это то, над чем мы постоянно занимаемся, и в ежедневном режиме такая наша рутинная работа, которая все-таки дает результаты. Мы видим, к примеру, в рамках того же земского доктора у нас по этой программе порядка 900 медицинских работников приступили к своей деятельности. Большая часть это врачи, меньшая фельдшера. А с этого года мы ее даже расширили. У нас появилось такое понятие, как земская акушерка и земская медицинская сестра. И вот если всего, допустим, 700 где-то врачей, да, остальные фельдшера за 8 лет пришли на работу, то только в 2020 году мы привлекли 55 врачей, в том числе и в арктическую зону. То есть, коллеги, в принципе, достаточно хорошо идут. Тут, конечно, тоже очень много сложностей, об этом можно говорить, в том числе о закреплении на земле. Но, тем не менее, я считаю, что мы своей задачей справляемся. Не везде хорошо и прекрасно, но в большинстве своем кадровая политика здравоохранения, она дает свой результат. В том числе и та оптимизация системы, которая была, по-моему, в 2019 году. В 2019 году она дает сегодня свой результат. В частности, впервые за историю с 1976 года в городе Якутске городские поликлиники на станцию скорой медицинской помощи были добавлены штатные единицы для того, чтобы усилить поликлиническую службу, скоропомощную службу на территории города, где проживает 1/3 населения нашей республики. Еще раз говорю, в те года это было 150 численность населения, и штатное расписание оставалось на такой формат жителей, то сегодня это уже почти за 400 тысяч, а штатное расписание в поликлиниках оставалось все то же самое. Отсюда недовольство, отсюда очереди, отсюда низкая доступность, потому что просто нет врачей. Возвращаясь все-таки к нашей главной теме интервью, это Международный день медицинского работника. Вы сами тоже медицинский работник, насколько я знаю. В одном из ваших интервью, которое я смотрел, вы сказали, что вы никогда
не думали о том, что вы будете врачом? Не планировали? Никогда. А как приходят в профессию? Как приходит в Ну, в профессию? частности, вы. Да, вот я, у меня вообще такая жизнь случайностей, да. Я действительно собиралась заниматься психологией, собиралась поступать в социальную психологию в Новосибирск, но у меня вся семья экономистов и финансистов, и только мама медик. Но мама всю жизнь мечтала, чтобы кто-то продолжил и ее династию, и как-то вот прям очень хотела, но никогда мы об этом не разговаривали. Хотя я училась в биолого-химическом классе, это был такой самый первый в нашей республике экспериментальный, профильный, 31-я школа, да, Александра Алексеевна Чернинова, мой директор и первый учитель биологии, Мичурина Лена Викторовна, химик. И для меня химия и биология, как бы, это такие предметы, которые были основные, профильные. И у нас была очень интересная такая система. Тогда не было понятия ЕГЭ, но мы, выпускаясь в школе, сразу же зачислялись на биолого-химический факультет нашего института. Мы сдавали один экзамен. Это была чудесная практика, поэтому, наверное, среди моих одноклассников очень много медиков и биологов. Ну и как-то... А тут я собралась замуж. Очень в замуж не втерпешь. Мама поставила условия, значит, выходишь замуж, только если, значит, поступишь на медицинский. Ну, что делать? Желание было больше велико, и я поступила на медицинский, еще раз повторюсь, поскольку база у меня была хорошая. Поступила на медицинский, думала, буду косметологом. Тогда была очень красиво, модно. Значит, выучусь на, значит, дерматовенеролога, и потом перейду в свою профессию косметологии. Хорошо, начала учиться, значит, 4-й курс, надо определяться по специальности. Я, значит, планирую дерматовенерологию, и тут моя подруга, с которой мы очень дружны и до сих пор общаемся, Ольга Власова, она говорит: ой, факультатив открывается, пойдемте. Я, говорит, хочу быть акушер-гинекологом очень сильно. Я говорю: ну, хочешь, прекрасно, я не хочу. Она говорит: ой, пойдем, все равно надо куда-то ходить на дополнительные курсы. Мы с ней пошли. В итоге я стала акушер-гинекологом, она неврологом. Да. Ну вот, будучи акушер-гинекологом, потом я поступаю в аспирантуру, значит, заканчиваю аспирантуру, прихожу сюда, вот как раз начинала я свою научные, значит, работы как медик-генетик, да, я занималась пренатальной диагностикой. Как раз пренатальную службу мы тогда ставили Москвиной Ольгой Антоновной, Дуглас Натальей Ивановной, Павловне Рустаны Лазаревной. Это вот те корифеи, которые поставили пренатальную диагностику нашей республики, я считаю. И это люди, которым, надо дать должное, потому что это такое снижение младенческой смертности дало, которое, наверное, не дает ни один результат. И вот, будучи генетиком, потом, естественно, работая гинекологом, так у меня кандидатская, я обязана работать на кафедре. Работая на кафедре, меня потом позвали просто тоже в городское здравоохранение, просто помочь главному акушер-гинекологу в организации какого-то там обучающего цикла. Ну, так и понеслось там. Я дальше нечаянно осталась главным акушер-гинекологом, буквально не заметив. Причем я, наверное, год ходила и работала там, и ходила еще на операции, потом пришлось выбирать. Потом вот жизнь сложилась так, что вот всегда потом с первым замом, потом начальником горздрава, потом я решила уйти, заняться хозяйствующим субъектом. Вот у меня был интересный пилот, в том числе вот по оптимизации, когда мы объединили 3 городские больницы в одну медицинскую организацию. И это сегодня такое, наверное, после нас тоже шла Москва уже, когда тоже, вот помните, централизация, то есть немножко другие расстояния, конечно, там, возможно, где-то не все правильно сделано было, и мы понимаем сегодня, где есть ошибки, но тем не менее это тот путь, который верен. Ну, вот потом Александр Сергеевич пригласил работать. А что сложнее? Вот вы 4 года будет в этом году, вы у руля якутского здравоохранения, что сложнее? Быть врачом или быть министром? Я всегда говорила, что врачом работать проще, потому что отвечаешь только за свои ошибки. Видишь свой конечный результат сразу. Наверное, ты ответственен, понятно, у нас в акушерстве всегда за 2 жизни, да, но тем не менее всегда ты ответственен за 1 жизнь. Здесь ты отвечаешь не только за все население, но за все коллективы, за врачей. Любую победу, оплошность принимаешь как личную. Поэтому организаторам, конечно, работать намного, наверное, сложнее. Я даже не знаю, как правильно, эмоционально, физически. Конечно, работа врача, она тоже колоссальнейшая эмоциональная нагрузка. Это каждого человека через себя пропускаешь. Это тоже тяжелый труд. Ну, не знаю, наверное,
больше все-таки, наверное, тяжесть – это в ответственности. А у коллег лечились? Ну, я понимаю, что это очень Личный такой вопрос. немножко личный вопрос. Ну, вот просто мне интересно, вот министр здравоохранения приходит. Ага, в но больницу. министр здравоохранения лечится в республике. То есть я не лечусь за пределами, я не лечусь в каких-то других странах. Узнают? Да, ну, поскольку большинство, наверное, тут либо мои одноклассники, либо мои однокурсники, ну, большей части узнают. Потом все-таки внешность у меня для нашей республики достаточно узнаваемая. Елена Фомина, у меня еще такой вопрос. Современное общество, ну, оно заставляет любого специалиста быть универсальным. Ну, неважно, ты врач, строитель, пожарный. Вот как оно сегодня повлияло на наших врачей, и какой сегодня современный врач? Честно, даже так, хороший вопрос на самом деле. Современный врач сегодня опять это человек милосердный, это многосторонний, многофункциональный, потому что, ну вот, если говорить о сочетании профессий, то большинство коллег обладает как минимум одной, двумя, а то и тремя специальностями, потому что сегодня у нас все заболевания на пике, наверное, каких-то направлений. Мы часто очень видим там акушер-гинеколог, УЗИст, видим, там, допустим, анестезиолог, там, мануальщик, там, травматолог, там, ортопед, ну, такие вот дополнительные функции, там, мануальной терапии, да, какие-то непрофильные, значит, вещи, которыми занимаются сегодня наши специалисты. Это люди творческие, потому что очень много у нас врачей, которые поют, танцуют, участвуют в различных конкурсах. Это люди многогранные. Еще раз повторюсь, наверное, сочувствующие к своим близким, профессиональные, жаждущие получения новых знаний. И люди, наверное, ну, абсолютно верно, вот мы с тобой говорим, в большей части психологии, да, другой, психологии в отношении к себе и к своим пациентам. Сегодня, наверное, без этого уже невозможно. Ну и под занавес, наверное, в этот день, что вы хотели пожелать, какие-то слова напутствия своим коллегам? Своим коллегам в первую очередь я хочу пожелать спокойствия на душе, чтобы они спокойно спали. Это очень важно, особенно для врачей, которые, ну, вот, болеют всей душой за своих работников. Чтобы спали желательно у себя дома в своих кроватях, а не так, как у нас было 1,5 года, когда люди не видели свои семьи. Я желаю им достойной зарплаты, я желаю им получать удовольствие от той ежедневной работы, которую они делают. Я желаю им колоссального здоровья и терпения, потому что сегодня это очень важный фактор. Я желаю им быть, ну, просто счастливыми и, наверное, любить свою профессию всегда, везде, в любом случае, быть верным и оставаться своему делу. Спасибо большое.